Помню, по мостам били в Одессе, в Николаеве, и по подстанциям тяговым носили, и пытались тоннели с Закарпатья подорвать. Вот. Просто это все носит какой-то несистемный характер, такое впечатление, знаешь, что там кто-то, давайте попробуем, попробовали, но не получилось, ну давайте тут попробуем, не получилось, ну и ладно. Ну вот с приходом Суровикина удары были прям системные, четкие, с конкретной целью. На твой взгляд, будет расширена, то есть зона, то есть это может быть газохранилище, это там, я не знаю, больше мосты будут уничтожаться, железные подъездные пути, подстанции, ну то есть тяговые опять же. Я думаю, что с приходом Суровикина в конечном итоге, тут дело даже не столько в личности Суровикина, хотя роль личности в истории всегда достаточно велика, особенно во время военных действий. Но дело в том, что просто эта необходимость становится очевидна не только мне, но и дядям в больших чинах и в больших штабах. Потому что там, видимо, тоже очень привыкли к жизни по законам мирного времени. И, ну, по крайней мере, это очень видно по вот несистемному характеру нанесения ударов. Понимаете, можно делать что-то неправильно. Вот во время военных действий это особенно большую цену несет. Но суть в том, что когда решение принято, пусть оно не оптимальное, пусть оно не самое лучшее, но оно должно быть доведено до конца. Это лучше, чем метаться из стороны в сторону. А вот наши ракетно-бомбовые удары именно и носили характер метания. То мы бьем по тяговым подстанциям, не довели дело до конца, бросили, начали бить по мостам. Не довели дело до конца, бросили, начали бить там по железнодорожным станциям. Причем вот удары по железнодорожным станциям это вообще из ряда бреда. Знаете, во-первых, любая железнодорожная станция обладает максимальным количеством ремонтно-пригодных техники, запасов, рельсов, шпал и всего прочего. Людей необходимым. То есть все здесь находится на этой станции. Плюс средства ПВО, которые прикрывают эту станцию. Вы отъедете на 50 километров в сторону железнодорожные пути, разрушив которые, эта станция становится бесполезна. А для ремонта туда нужно отправлять ремонтные поезда. Мало того, они там не прикрыты системами ПВО. Но этого не делается до сих пор. Я вот в свое время спорил на эту тему с Олегом Царевым, который говорил, я железнодорожник, я знаю, они там легко чинятся. Ребята, станцию починить еще легче. А вот там за 50 километров вам никто не мешает, или за 150, ударить через 5 часов, когда туда придут ремонтные поезда. А потом еще через 24 часа. И каждый день бейте. У нас бомбардировочной авиации, фугасных авиабомб столько, что можно не только что железнодорожные пути все разобрать. Я не знаю, что еще можно сделать. Можно это сделать каждый день, каждый час, каждую неделю. Запасов колоссальное количество, но у нас не используется для этого ни бомбардировочная авиация, ни фугасная авиабомба. В общем, я ни разу не слышал, чтобы где-то был нанесен удар по железнодорожным перегонам.